Здравствуйте. Да простят меня женщины, но за несколько дней до их праздника я предлагаю поговорить сегодня о нашем общем празднике, дне рождения города, о юбилее. Сейчас многие руководители, чиновники собираются с мыслями, деньгами, для того, чтобы как-то по-особому отметить этот праздник, а школьники уже его празднуют. Причем празднуют не от слова праздность. Сегодня в Якутске завершилась научно-практическая конференция «Наследие дружбы». Рассказ о нем сразу после нескольких сообщений о наиболее значимых событиях дня. Здравствуйте. Вновь назначенный президент компании «Алроса» Сергей Выборнов накануне заявил в Москве, что компания планирует сосредоточиться исключительно на алмазодобыче. Все проекты в нефтегазовой промышленности и золотодобыче будут переданы его дочерней компании инвестгруппе «Алроса». Сам Выборнов, напомним, совсем недавно покинул пост главы этой компании. Из слов главы алмазной компании следует, что только что подписанное соглашение с «Газпромом» о создании совместного предприятия также будет реализовывать инвестиционная группа «Алроса». Давай еще раз напомним о том, что «Газпром» внес в уставный капитал свою долю деньгами, а «Алроса» компаниями, которые либо зависят от нее, либо которыми она, владеет непосредственно. Это «Алроса-Газ» и «Ляхнефть», а теперь еще и «Саханефтегаз» и «Якутгазпром», по сути дела, которые она контролирует все-таки. Это так, но контрольным пакетом Якутгазпрома владеет другая компания. Пока я бы так сказал, потому что, действительно, после дополнительной эмиссии акций Якутгазпрома, доля «Алроса» там уменьшилась, другая компания получила эту дополнительную эмиссию, но и менеджеры, кстати, «Алроса» очень часто говорили о том, что они намерены вернуть этот пакет, и сейчас, в общем-то, новое руководство от этой мысли не отказывается. Правда, теперь речь идет о том, что в ходе переговорного процесса она все-таки вернет себе контроль над Якутгазпромом тоже. Президент Штыров подписал указ о создании общественно-политическими объединениями, ветеранами правоохранительных, налоговых и судебных органов республики Общественного антикоррупционного комитета. Глава республики рекомендовал правоохранительным, судебным, налоговым и иным контролирующим органам, Общественно-консультативному совету при президенте, органам государственной власти и местного самоуправления оказать поддержку и содействие в работе этого комитета. Вопросы борьбы с коррупцией, в общем-то, с подачи с Кремля, так скажем, получают все больше и больше внимания, в том числе и в регионах, и в нашей республике. Позавчера мы уже упоминали о совещании у президента по вопросам борьбы с правонарушениями в 2006 году. Одним из самых запоминающихся вопросов для его участников был: а берут ли у вас взятки? Да, совершенно верно, этот вопрос задавался и не однажды звучал на этой встрече, на этом совещании, вернее сказать. И несмотря на то, что, в общем-то, руководители правоохранительных органов, прокуратуры, судебных органов отвечали, в общем-то, отрицательно, что, наверное, следовало бы ожидать, мне все-таки, наверное, президент не очень в это поверил. И, кстати сказать, в этой связи свое недоверие мотивировал, аргументировал тем, что квартиры-то все-таки ваши сотрудники, руководители получают. О спорте. Команда «Энергия-94» из города Нерюнгри завоевала первое место среди хоккеистов 94-95 годов рождения на первенстве Дальневосточного федерального округа на призы клуба «Золотая шайба». Турнир прошел в городе Хабаровск. Наши хоккеисты обошли команды из Хабаровского и Приморского краев, Магаданской и Амурской областей. В награду якутяне получили от организаторов новые клюшки. Наверное, следует напомнить о том, что «Энергия-94» достаточно успешно в последнее время выступает. В прошлом году, в прошлом сезоне она ведь стала серебряным призером уже всероссийского турнира «Золотая шайба». А медаль вручал Вячеслав Фетисов. Информационное агентство Data.ru сегодня сообщает о том, что в Якутии был задержан заместитель главного бухгалтера УВД Хабаровска, укравший 10 миллионов, за что он и находился в международном розыске. Вчера он был доставлен в Хабаровск и водворен в следственный изолятор. Сейчас ведутся поиски похищенного. Дело-то достаточно серьезное, шумное, я бы даже сказал. Прошлогоднее еще, когда капитана внутренней службы Владимира Дуничева обвинили в заключении фиктивных договоров со сторонними организациями и краже наличных денег тоже. И кроме этого, замглавного бухгалтера внес еще в платежные документы мертвые души, которые никогда не служили в органах милиции, и им выплачивалось денежное довольствие и вознаграждение за службу на Северном Кавказе. И в заключении о происшествии в селе Тюбяй Сунтарского района. В одном из дворов на окраине деревни рано утром школьник в кладовке столкнулся лицом к лицу с огненно-рыжей лисицей. Опытные охотники осмотрели животное, но не нашли никаких признаков истощения или болезни, ран, природных аномалий.
Как незваную гостью не усмотрели две дворовые собаки, непонятно, но лиса каким-то чудом проникла сначала в сени избы, а оттуда в кладовку. По оставленным ею следам было понятно, что лисица пировала всю ночь. Особенно ей понравилось замороженное молоко. Около 500 мальчишек и девчонок школы Якутска стали участниками первой городской конференции «Наследие дружбы», которая была впервые организована, почему я говорю впервые, детским общественным движением «Юный горожанин». В программу этой конференции были включены такие проекты, как социальное проектирование юной столицы «Юбилею», фольклорная площадка «Наследие дружбы». Ну а самое, наверное, такое кропотливое, серьезное внимание потребовало к себе еще один проект, который получил название научно-исследовательской конференции по истории нашего города. Итак, юный горожанин, с почином тебя. Насколько сложно было организовать детей, школьников, может быть, учителей на вот это мероприятие? Было несложно, потому что у наших ребят есть хорошие педагоги, которые подготовили их. И, наверное, было педагогам труднее, чем нам, потому что они уже пришли к нам подготовленные. Благодарим всех педагогов за то, что они смогли нам помочь в проведении нашей научно-практической конференции «Наследие дружбы». Наши дети привыкли к тому, что у нас очень много дел проходит по городу в рамках городского детского движения, поэтому было очень несложно. Ну, у вас обычно они такие немножко, скажем так, развлекательные, скажем, да? Здесь же нужно было и исследовательской работой заниматься. Это нисколько их не смутило? Это нисколько их не смутило, потому что, во-первых, мы решили совместить научно-исследовательскую работу, социальное проектирование и фольклорную площадку. Получилось так, что у нас, получилось и развлекаловка есть, и интеллектуальная есть, и даже есть вот социальное проектирование. Самое сложное, что оказалось в организации конференции? Самое сложное оказалось это организация всего этого, договориться со всеми, все это приготовить. Это самое сложное. Остальное никакого, сложного ничего не было в этом. Первый блин вышел комом? Нет, первый блин, я считаю, не получился комом, потому что у нас было очень много работ. В закрытии будет участвовать у нас 500 детей, поэтому я считаю, что первый блин не ком. Удачи вам! Спасибо большое. Это уже финал конференции, а началась она накануне с работы научно-исследовательских секций. 200 докладов были представлены по таким номинациям, как по следам русских землепроходцев, путешественников, исследователей и местного населения, оказавшего им помощь, развитие торговли и купечества, установление почтовой связи с центральными областями России, история хлебопашества и земледелия, история казачества, православие в Якутске. Участники конференции, надо сказать, скорректировали планы организаторов, предложив им дополнительно много докладов, которые затем были разбиты еще по 3 новым номинациям – исторические личности, культура и образование и разные темы, куда вошли доклады о миграции, о самоуправлении в прежние годы. Во второй секции развития торговли и меценатства первое место заняла Степанова Ольга, ученица 8 класса средней школы номер 7, купчиха Анна Громова. Эта работа интересна тем, что она впервые, показывает, как была налажена доставка товаров водным транспортом. Работа очень глубокая, исследовательская проведена. У нас даже приняли участие ученики такой специально-коррекционной школы 4-й. И я бы сказала, что они выступили достаточно хорошо. Из 4-й школы ученики 9 класса Афанасьев Арсен, Крестинин Александр и Силин Валера. Имена первых землепроходцев в названиях улиц города Якутска и заняли 4-е место. Во всех мероприятиях обычно принимают участие где-то 6 класса, да? У нас были ученики 3-х, 4-х классов, и даже самая маленькая наша ученица, это Волченко Анастасия, Сахакорейская школа, 2 класс. История моей семьи в истории города Якутска. Тема очень хорошая. Была составлена родословная, как прибыли предки сюда. И работа достаточно хорошо раскрыта. В связи с тем, что, допустим, нельзя же сравнивать работу второклассника со старшими классами. Поэтому мы ей место, не присудили, а просто она получит поощрительный приз. В
Вполне возможно, что научно-практическая конференция школьников Якутска, приуроченная к 375-летию основания нашего города, оказалась первой в череде праздничных мероприятий. Ну, совершенно естественно, что чем ближе к юбилею, тем больше этих мероприятий будет и тем больше будет наших поводов для нас обратиться к рассказу о них. На сегодня все. Встретимся в понедельник. До свидания.